Перед голосованием по поправкам выступил народный депутат Александр Иванов. Республики и суверенитет, и получает свою конституцию. И где было написано все права, все учтены все, скажем так, чаяния людей, которые живут в нашей республике. И тогда мы получили колоссальные возможности. У нас в Конституции написано, что вы независимое государство в составе федерации. Нам сказали получить столько суверенитета, сколько вы можете проглотить. Мы с этим жили. Жили неплохо. Мы сами за свои деньги, которые получали от налогов, от своих доходов, строили медцентры, трубы протягивали до Чурапчи, да что угодно хотели делать. А сейчас что мы получаем? Последние 20 с чем-то лет. Каждый год у нас отнимается вот этот маломальский остаток нашего суверенитета. Посредством изменений в законах, посредством изменений в нашей Конституции, леса уже не наши, реки не наши, язык уже, обучение не обязателен. Подождите, не комментируй, пожалуйста. Так, и еще. А теперь мы уже дошли до того, что хотим дать возможность распродать уже наши остатки нашему... Александр Игнатьевич, вы по сути говорите, пожалуйста, по Конституции, по сути вопроса. Я так понимаю, если вы настроены, что вы мне мешаете говорить. Мне 4 минуты осталось, друзья мои. Ничего я не делаю, нормально я делаю. Так, друзья мои, надо нам сейчас тогда, знаете, что сделать? Следующий шаг будет, я по аналогии Республики Алтай вам скажу. Алтай приняли изменение Конституции о том, что территориальная целостность это уже не действует. Теперь Алтай могут присоединить Алтайскому краю, это я про Республику Алтай говорю, и это уже у нас озвучено. Понимаете, мы хотим уже спросить, почему я это начал, я бы хотел уже созвать форум под названием «Сильная Россия» — это сильная федеративная Россия, и со всеми республиками сесть и обсудить, куда же мы идем. Поодиночке там меняет, здесь меняет, там отнимается. А куда мы дойдем к этому, в конце нашего пути, никто и не знает. Возможно, мы перестанем быть республикой. Потому что от региона, устав от региона, скажем, Камчатского края или Новосибирской области, у нас уже, по сути, ничего не осталось по статье. Так что я считаю так... Наш федеральный центр говорит, что договора Западом, когда это было раньше сделано, не соблюдаются. Да? Не надо было там расширять, насколько они идут, там то да сё, там денежные средства. Но уговор дороже денег. Мы же тоже договаривались здесь в 90-х годах. Ельцин сам приезжал, разговаривали, и он нам давал, федеративный договор у нас был. Так что, как мы можем просить отношения у Запада, скажем так, такое, если мы у себя свои договоренности не соблюдаем? Все должно быть на равных правах. Мы республика, мы национальная республика. У нас должна быть своя конституция, где написано, что мы независимое государство, которое имеет свои экономические, культурные, общественные какие-то там права, независимость, можно сказать. Я бы предложил в этой Конституции не давать возможность распродавать, а давать возможность принимать свои налоги для недропользователей, НДП, так называемые. А почему нет? Мы сейчас пытаемся распродать свои крохи, чтобы заполнить дыру, которую сделали исполнительная власть, чтобы своими руками сделать, потом нашими же богатствами хотят заполнить. Давайте мы у недропользователей... Я летел 15 минут с Новосибирска, до сюда Талакан пролетал, 15 минут горели наш пропан. Знаете, сколько там денег? И мы из этого ни копейки, по сути, не получаем. Так что у нас есть возможность увеличить наши доходы за счет недропользователей. Золото добывают, уголь добывают, газ, нефть. А мы все свои права отдали, все свои возможности отдали, все наши ликвидные активы отдали, Якутэнерго оголили, сидит 14 миллиардами долгов. Это мы сами сделали, понимаете? Мы сами. Никто нас сильно не давил.
Это мы вперед паровозе бежим и говорим, что мы такие хорошие. То, что про Арсения Сергеевича я не хотел бы говорить, потому что в нем я не вижу политического самостоятельной субъективности. Объективным я не хочу давать оценку. Я не считаю, что Республика Саха-Якутия должна свою конституцию поменять ни под кого, ни под каким намерением. У нас все работает хорошо. И работало хорошо. В 90-е годы мы процветали, когда все субъекты, можно сказать, сидели на крохах. Мы сами себя, можем сказать, обеспечивали. Так что, чем мы слабее будем, чем мы будем менять под сегодняшнюю конъюнктуру, тем завтрашний день нам покажется, сегодняшний день на завтра покажется цветочками. Все, спасибо.